Эй, всем привет и добро пожаловать на эпичную битву всех времен. Сегодня у нас две легенды 90-х сойдутся в бескомпромиссном бою. Во-первых, это Е39 М5 4.9 В8 400 лошадиных сил и 210 Е55 АМГ 5.5 350 лошадиных сил. Кто победит сегодня, сейчас мы узнаем. When I cricket, hit it, play games like soccer when we kick it, get it, then it's like pretty motherfucker with the Mossberg, shitty motherfucker at my concert. I'm wearing box spurs, rocking Oxfords, eating oxtails, sipping Coxburg. Silly motherfuckers looking awkward. Так, давайте для начала посмотрим 5.5 AMG. В исключительном состоянии автомобиль, вот что я вам хочу сказать. Пробег всего 77 тысяч километров, 2002 год. Это большая удача, что сегодня мы сможем прокатиться на таком свежем Мерседесе. Объем 5,5 литров, это 3 клапана на цилиндр и 354 лошадиные силы. Но что более важно для понимания, это то, как мотор выдает свою мощность. Она полностью, полка крутящего момента размазана по всему диапазону. Именно это дает ощущение комфорта, управляемости и прогнозируемости мотора. Просто замечательный автомобиль. Сейчас мы его попробуем. Но еще парадокс, знаете, в том, что мы у этого владельца уже снимали одну машину. Это была Калина NFR. И мне интересно у него спросить: Тамик, привет. Зачем ты поменял вот Калину на Мерс все-таки? Даже... Не знаю, наверное, мало стало как-то. Мало? Захотелось что-то побольше. Ну, мощности действительно не может быть слишком много. А в чем ты видишь вот главные плюсы все-таки этой машины? Она комфортная, при всем этом быстрая, мощная, неприхотливое обслуживание, очень неприхотливое. То есть тебе не нужно беспокоиться, да? Ну, действительно, знаете, главный плюс вот этих машин в том, что действительно вот как непотопляемо, да. Вот она просто не ломается, вот просто не ломается. Единственное, вот просто надо хорошее масло, я думаю, да, следить, чтобы резина была в порядке, и все, подвеска. Резина часто меняется. Да. Как подвеска для наших дорог у него? Не слишком жестко на 18-х дисках? Абсолютно нет, вполне комфортно. Просто на МГ ставится ведь спортивная подвеска. Вот. А что насчет масла? Какое масло заливаешь сюда? Все так же, Кикс. Кикс? Как и в Калину? Я привык, да, мне легче, я уверен, проверено уже. Ты знаешь, вот после того, как мы в видео про Калину тогда показали масло Кикс в багажнике, с нами связались менеджеры Кикс, и они попросили найти тебя и передать тебе запас масла Кикс сразу на 3 замены. Вот такой же High Performance G1 Kicks 5х40. Как оно подойдет тебе? Да. Ну, сейчас мы тебе все отгрузим. Но еще у нас есть также для вас подарок, ребят. Совместно с Киксом мы решили провести розыгрыш 7-го айфона. Что нужно, чтобы участвовать, ребят? Просто надо поставить лайк на это видео, потом перейти по ссылке в описании на мою страницу, сделать репост специального поста про розыгрыш, и вот вы уже участвуете. Одному из вас мы отправим новенький iPhone 7. Кому ж повезет же кому-то, какой он красивый. Да ну, не совсем. Тебе да. Может быть, не надо? Ну, блин, ладно. Придется мне с ним расстаться, потому что он достанется одному из вас. Я сам это масло помню про видео про Матис. Тогда мы заливали его в Матис, и я специально искал информацию в интернете, зашел на Oil Club, и там люди исследуют масла. Убедился, что это действительно хорошее масло, которое номер 1 в Корее. И я думаю, сейчас на российском рынке оно тоже будет номер 1, потому что, ну, нету альтернатив по качеству и цене. Тамик, как думаешь, упрешься все-таки М-ке? Думаю, попробовать стоит. У тебя очень хорошее состояние машина, да, у него больше мощности, но учитывая то, в каком состоянии твой автомобиль, я думаю, будет жаркая битва. Я пока не пробовал, надо попробовать, Ну что,
Вот он, ребят, 5.5 AMG, 113 мотор в исполнении AMG. Известный мотор всем любителям BMW своей простотой, надежностью. Свечи у него используются 2 на 1 цилиндр. От каждой катушки идет 2 свечи. Это затрудняет их замену, потому что приходится в 2 раза больше выкручивать свечи с каждой стороны. Но зато лучшая экономия топлива и лучше зажигание. У двигателя уже с завода идет теплообменник, то есть у него охлаждается масло, есть тоже датчик масла в салоне, то есть вы можете отслеживать, на каком уровне у вас сейчас нагрето масло, чтобы не перегревать его. Ну и, конечно же, впуск, ребят, впуск, вот идет 2 воздухозаборника, и чем быстрее вы движетесь, тем вы видите, вот как идет воздух, он попадает сюда и уходит прямо в фильтра. Отличная конфигурация впуска. Что мне нравится в этом моторе, ребят, больше всего? В том, что здесь нету никаких сложных систем управления распредвалами. Да, то есть здесь нету ваносов, здесь нету валвтроников. Здесь все очень просто, но в то же время достаточно. Вот что главное. Достаточно для того, чтобы сделать тягу снизов просто паровозной. В своем гражданском исполнении, помните, на нашем Мерсе был именно 113 5-литровый мотор. Там он хорошо снизу тянет, потом уже сдувается после 4. Здесь он хорошо тянет во всем диапазоне. Просто идеальный мотор. Салон, типичный салон Мерседеса тех годов. Ну что удивляет, это то, насколько он укомплектован. Посмотрите, у нас чего только нет. Это и подогрев сидений, вентиляция, вот, шторки. Очень красивое дерево, это натуральное дерево, натуральные материалы, которые сохранились с тех лет, еще сохранились. Подумайте сами, машине 15 лет, да? Сейчас 17 год, она 2-го года. И за эти 15 лет нету вот пока потертости. Современные машины уже в 1-й год бывают потертости на сиденьях, на руле, на рычаге переключения передач, конечно, на подлокотнике. А здесь спустя 15 лет все по-прежнему в хорошем состоянии. Просто удивительно, почему сейчас так не делают. Просто Упс. А вот и наш соперник. Салон, ребят, действительно красивый, но сегодня мы все-таки собрались не из-за салона, а из-за того, что нас ждет сегодня горячая гонка. I sit back, relax, bob my head and И вот она, красавица E39 M5. Ничто меня так не заводит, как вид BMW-шного V8. Давайте сразу его глянем. Это, как вы знаете, мотор S62. Объем у него 4,9. Думаю, поклонники BMW это знают. Также вы знаете, здесь уже 4 у нас ваноса. И, конечно, 8-дроссельный впуск под вот этим вот большим ресивером. Да, у него больше мощности, чем у AMG. Но в то же время он и более сложный в эксплуатации. И с годами это сказывается. Вам придется более внимательно следить за ним. Но зато если вы будете за ним следить, то те эмоции, которые он может вам подарить, просто ни с чем не сравнить, ребят. 400 лошадиных сил — это по сей день приличная мощность, которая заводит меня и всех любителей BMW. Салон BMW M5 – это самая суть BMW. Здесь все обращено к водителю, все концентрировано на том, что вы будете водить машину активно. Подумайте сами. Вот у вас рука, да, вам не нужно вытягивать ее. Вот всегда раз, переключил. То есть это именно сделано все под водителя, такого водителя, который знает, как управляться с 6-ступенчатой механической коробкой передач. И при этом это по-прежнему комфортабельный седан. Мне очень нравится салон автомобиля, как он сделан. И, конечно, мне нравится декор. Это у нас такой вот матовый алюминий. Потолок алькантара, руль перешит кожей, строчка в форме М.
Просто заглядение, ребят. Такая машину я рекомендую тем, кто любит именно механическую коробку передач. Это последняя М-ка, где вы ощущаете себя именно вот за рулем. Полностью вы как будто сливаетесь с автомобилем. Между вами и дорогой минимальное количество электронных посредников. Здесь я чувствую себя именно в ауре вот этой вот BMW-шной. Этого нету в 60-м кузове в моем, потому что там уже ты управляешь машиной через лепестки, да? Там уже этот сервотроник, там уже много электронных систем. Но здесь ты именно один на один с машиной, один на один с дорогой. И ты знаешь, что малейшая ошибка, и ты улетишь. Но именно это добавляет остроты ощущений. Именно это придает ощущение вот этого контроля и в то же время комфорта и роскоши. Что еще мне нравится в этих машинах, ребят, это то, что это именно те машины, которые со временем не теряют в цене. Подумайте сами, когда ты берешь, допустим, новую BMW за 2 миллиона рублей, проходит 3-4 года, она стоит ровно в половину дешевле. Да? Эти машины не теряют в цене, ребят. Поэтому, когда меня спрашивают: Жора, а что купить за 1 миллион рублей молодому парню, который хочет и любит гонять, я скажу так, что есть разные варианты. Есть современный турбо BMW. Вот. Но если вы хотите машину, которую вы действительно потом сможете продать, возможно, даже дороже, чем купили, то вам надо обратить свое внимание именно вот на такие вот легенды. Потому что на них не падает спрос. Они всегда в цене. Вот что мне в них нравится. Потому что я по себе знаю, что такое, когда в машину вкладываешь, а она только дешевеет. Ну что, пришло время проверить их в деле. Довольно ждать. Давайте поедем прямо сейчас на трассу и посмотрим, на что способны эти красавцы. Темка, давай, Мерс, давай. Даже пятую не поставили. Ничего, 39-я все равно старушка моя дает о себе знать. Ну 5,5 никогда не обойдет ее. Это 100% железно. Боком? Мерседес у них 60 хорошо же едет. Попробуем сходу, ребят, посмотрим, что получится. Это сила. Спортивная кулиса, братан. Короткоходка. Ну, стрелка бака также быстро исчезает. Но
Т-39 за ворота очень хорошо заходит, 200 км в час. Вообще, да, не крайне. Недооценивают пацаны, да? Ну что, пошел? И еще один раз, сейчас посмотрим, главное машин, чтобы не было. Т-39 это как вот, я вот как свои 10 пальцев чувствую, вот так же. Очень управляемая машина за счет механики. Ну что, ребят, да, битва была жаркой. Две мощные легендарные машины. Ну, чуть-чуть быстрее МК, но Мерс все-таки удобнее. Мерс, автомат, коробка, 5G Tronic и мощный V8. Это просто то, что мне нужно на повседневно, ребят. Вот я, когда сижу за этой машиной, я вспоминаю наш 220 Mercedes. Они на самом деле очень похожи, но здесь вот это вот ощущение мощи гораздо больше, потому что там машина тяжелее и мощности меньше. А здесь машина легче, мощности больше и крутящий момент во всем диапазоне. Просто удивительно, насколько машина и мощная, и рычащая, собранная, и при этом комфортная. Действительно комфортно идет Тамик. Вот, то есть, вот что еще надо, казалось бы, на повседневно, да? Все, что еще надо? Надежность есть, есть. Звук есть, есть. И, блин, ну, уж насколько я БМВшник, ребят, уж насколько я БМВшник. Но я понимаю, за что любят эти машины, на самом деле. Я понимаю, за что их любят. Потому что, ну, нет варианта, короче, вот убить этот мотор так просто. Ну, нет его варианта просто убить. Да? Тем более, вот такая свежая машина, минимальный пробег, просто мечта поэта. Вот, ну, ребят, пока на этом все. Спасибо, что смотрели. Мы старались для вас, поэтому ждем лайки от вас. И, конечно, участвуйте, ребята, в розыгрыше от Mazda Kicks. Переходите в описании по ссылке, делайте репост и получайте новенький iPhone золотой Gold 32. Все на этом, ребят. Мерс, красавец. Тамик, спасибо еще раз, что предоставил свою замечательную машину. Есть у тебя вкус? Есть вкус. Все, ребят, всем спасибо. Увидимся уже в следующем видео. Пока. А, это от него звук. Стой.